Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о эпидситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике является напряженной. На настоящий момент выявлен 191 случай по данным Управления Роспотребнадзора и зафиксирована новая коронавирусная инфекция. При этом в городе Якутске, в столице нашей республики, выявлено 116 случаев, в Мернинском Улусе 9, в Чурапчинском 8, в Татинском 6, в Алданском, Верхнеколымском, Нерюнгринском и Усть-Алданском по 4 случая. В Верхневилюйском, Вилюйско-Намском и Среднем Колымском по 3 случая. По 2 случая выявлено в Алайховском, Амгинском, Верхоянском, Оленёкском, Сунтарском, Тамбонском и Хангаласских улусах. Необходимо обратить внимание, что все данные, которые представляются во время брифинга заместителя руководителя штаба моего, они представляются исходя из данных Управления Роспотребнадзора после зафиксированных анализов. Цифра, безусловно, может отличаться от тех данных, которые фиксируются при выявлении признаков в районах и улусах нашей республики. В последующем сама по себе эта цифра, она, безусловно, ни в коем случае не может быть поставлена под сомнение, потому что наши лечебные учреждения лечат всех, кто обращается за данным диагнозом. За весь период, за сутки проведено 2888 исследований. Всего обработан за период пандемии 1 458 тестов. В республику на настоящий момент поступило 501 355 доз вакцин, и первую вакцину сегодня у нас получило 348 257 человек. Необходимо обратить внимание, что начался процесс ревакцинации, который сегодня требует ускорения, и ревакцинировано 10 431 человек. На настоящий момент из поступившей вакцины от общего объема поступившего в республику использован 71,5%. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, та нагрузка, которая сегодня ложится на учреждения здравоохранения с достаточно высоким уровнем фиксации как заболевших по данным Управления Роспотребнадзора, так и имеющих соответствующие признаки как ОРВИ, так и гриппа, приводит нас к необходимости совершения ряда организационных мероприятий. Прежде всего, по настоянию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в ряде муниципальных образований оперативными штабами были объявлены карантины как по коронавирусу, так и по гриппу. На настоящий момент, с сегодняшнего дня, карантин и перевод на дистанционное образование был определен для школьников города Якутска. В связи с чем я обращаюсь сегодня к родителям все-таки обеспечить необходимую вакцинирование и членов семьи, и, соответственно, заботиться о том, чтобы дети как можно при необходимости первых признаков ОРВИ непосредственно обращались в учреждения здравоохранения. Нагрузка на учреждения здравоохранения выросла, в том числе и по сравнению с прошлой неделей. На настоящий момент усиляются колл-центры и, соответственно, разрешается ситуация по госпитализации. Сегодня будет количество увеличено коек в городе Якутске на 60 мест. Также увеличиваются койки в Мегино-Кангаласском улусе. В Хангаласском улусе уже увеличены койки в Нюрбинском улусе. Вся ситуация находится под контролем оперативного штаба. Информация получается ежедневно, раз в полсутки получается информация по заполнению коек и мониторится непосредственно обращение как в колл-центры, так и на скорую помощь. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, идет процесс вакцинации. В республике достаточно вакцины для того, чтобы снять напряжение, которое сегодня есть в целом среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. Практически уже в каждой семье есть заболевшие. Еще те, кто не провакцинировался. Все-таки мы вас ждем на наших медицинских участках, на наших поликлинических участках. Это во многом снизит тот риск и тот уровень заболеваемости, который есть в республике.